Два важнейших объекта здравоохранения Северной Осетии будут отремонтированы и оснащены новой техникой. Временно исполняющий обязанности главы республики Тамерлан Агузаров посетил онкологический диспансер и Центр сосудистой хирургии, которые создают на базе Республиканской клинической больницы. На первой точке готовят помещение для установки 5 единиц новейшего радиологического оборудования, высокоэнергетический линейный ускоритель, компьютерный и резонансный томографы, аппараты брахиотерапии. Все это закупили на средства из федерального бюджета, а вот строительные работы оплатит уже республика. Их стоимость оценивается в 67 миллионов рублей. Готовим помещение специально для этого оборудования, потому что неподготовленное помещение, такое оборудование нельзя разворачивать, учитывая специфику. Подготовка сейчас, строительная часть, собственно, она закончилась. Сейчас идет вопрос о технологическом оборудовании. Это жесткая система вентиляции, жесткая система охлаждения воды, жесткая система – это закрытых окон, специфических окон, радиозащитных окон и дверей. Новое помещение по указу Тамерлана Агузарова должны сдать к 1 ноября. Такие же сроки перед подрядчиками и Министерством здравоохранения в Рио главы поставил и в Республиканской клинической больнице. Для размещения компьютерного томографа и рентгеновской аппаратуры также строят помещение. В кардиологическом отделении установят современную стационарную систему для исследования сердца и сосудов. Самое главное – специалисты. Опять же мы говорим о том, что нужны специалисты, которые будут работать на этих оборудованиях. А мы сначала ставим, а потом уже специалистов туда берем. А специалистов мы не готовим. Особое внимание Тамерлан Агузаров обратил на подготовку кадров. Новая техника требует определенных знаний. Министерство здравоохранения этим вопросом уже занимается. Выпускники Северо-Осетинской медакадемии смогут пройти обучение в ведущих клиниках России и зарубежья. Тамила Хамицаева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.